Герой нашей передачи Любушка Лебедева родилась перед самой войной в 1939 году в селе Красное Брянской области. Отца в первые дни войны призвали на фронт. Мама, оставшаяся с маленькими детьми, работала, не покладая рук. Как у всех детей того времени, детство Любы связано с воспоминаниями о бомбежках, разрухе и голоде. Тяжелая была. После войны все было разрушено в Брянске. Когда мы вот учились, мы 2 часа каждое учебное учреждение отрабатывало, мы разбирали вот эти вот, бомбежки. Дома эти разбирали, кирпичи, убирали территорию. И поэтому как-то вообще не считалось, что там ребенок, не ребенок, все работали, все были. И вся семья работала. И почему-то, так как мы дома практически не были, вот самые нужные, видимо, годы, мы не видели родителей. Папа попал в плен. И поэтому после этого из плена, когда он бежал, он тоже был какой-то период в партизанском отряде, потом всякие вот эти, проверки, раз ты сдался в плен, а было, их около Брестской крепости взяли всех сразу. Потому что, когда напали же неожиданно, и Брянск рядом, в общем, с этих городов там людей собрали, и люди-то неподготовленные. Вот, поэтому и в плен многие попадали. Скорее всего, такого сюсюканья с детьми не было, и детей практически они не видели всю войну. После войны все поселки, все дома, все было разрушено. Было не до нас, скорее всего. И денег ни учебу не было. И ростом я была маленькая. Ей до 10-го, а мне хотелось почему-то, я сама не знаю, какое-то вот такое чувство, мне хотелось, вот я вырасту, вот я буду работать, вот я буду медиком, я там лечила кукол каких-то, что-то мышление такое было. И сама жизнь привела ее в Брянский медицинский техникум. Стипендия в размере 12 рублей выдавалась только тем студентам, которые учились без троек. Люба обязана была учиться на одни 4 и 5, чтобы половину стипендии отдать за съемную квартиру. Светлым пятнышком теплого воспоминания о студенческих годах в памяти навсегда осталась мудрая и заботливая директор техникума. Я была очень худенькая. И изнеможденная, видимо, мы во время войны почти не писали, прямо скелетик. И поэтому она меня принесла мне стакан молока откуда-то, бедная. И потом я вот уже стала понимать, что вот этот человек, а у нее, она была хирург военный. И она вот возглавляла наш техникум. У нее расстреляли семью, всю. 2 этих детей бросили в колодец, что ли. Короче, потом мы узнали. И она очень жалела нас, студентов, вот то худой. Она могла идти, потом позовет вот так вот, а ты дрожишь, думаешь, в чем ты провинился-то, виноват. И она чего-нибудь из кармана, или кусочек хлеба, питание было плохое, или яблочко что-нибудь пихнет. И потом жила она прямо в техникуме, под лестницей. И один раз тоже вот было, не один раз, а несколько раз она меня звала. Лебедева кричит, зайди! И ребенок же, видимо, наверное, глупая совсем была, что ли. Это я теперь понимаю. Тогда я вообще не понимала. Думаю, в чем это я провинилась. Вот. А заходишь, у нее стакан молока стоит и кусочек хлеба. И вот пей, я сказала. Я сижу, ты чего сидишь? Пей, я сказала. И обстановка у нее, вот столик такой, и 2 бревна, стульчиков даже не было. Вот представьте себе, а что вы спрашиваете, почему ребенка отправили? Потому что такие люди, которые всю войну прошла хирургом, вот, и у нее ничего нет, вообще ничего нет. Она ходила в военной гимнастерке, в солдатских сапогах, вот. Еще пыталась подкармливать вот детей ослабленных. Еще я же не одна такая была, человек 6 в нашей группе было.
И всех она вот чем-то подкармливала. Или потом вот где-то достает мешок картошки, да, и прямо во дворе вот приносит группу и говорит: вот это вам, вы, вот я, там дрова, там 3 ведра есть, там делаете сами костер. Вот что делали костер и варили картошечку эту. По окончании техникума Любу и еще 11 девочек распределили в Якутию, о которой они не имели представления, кроме как, что это где-то на крайнем севере. Вот так 16-летняя Люба с 3 подружками в апреле 1956 года приехали в Татту работать медсестрами. Будут распределять. Вот Тюмень есть, там сибирских 3 города каких-то были, и Якутск. Якутия. Якутия – это самый север, объяснили нам. Ну, желающих там. И там, когда нас вот уже на отправку готовили, очень парадоксальная ситуация была. У кого 3, того не брали. Север нужно было заслужить. Меня никто не провожал, так я уехала спокойно. Обо мне никто не волновался, по-моему, сильно. Дороги уже были такие шаткие. Дорога до Устаты была плохая. И первое впечатление, конечно, не очень страшно было как-то. И прислали такого юмориста, тракториста, который приехал за мной на тракторе в Волгу. До Волги меня довезли на машине на какой-то, видимо, от райсовета или откуда ли. Вот. А в Волгу за мной приехал трактор. И вот мы едем с ним, а он болтун, по-русски говорит хорошо, и говорит: проехали километров 30, а между Волбой и Устатой была ферма. А он мне говорит, ей подъезжаем, он говорит: сейчас мы чай будем пить, сейчас нас накормят. А ехали долго, трактор медленно идет. И говорит: веди себя хорошо. Он как-то со мной, как или то, что я ростом маленькая была, как-то вот как с ребенком обращался. И такое состояние, он говорит, открывает дверь, и Сахалы кричит, да, и меня подталкивает. А я как увидела, камелек горит. Дело. А он говорит: иди, а то тебя съедят. Ужас. Вот тут-то я как рванула назад в трактор, как уселась там, и ни в какую. Потом вышла женщина, принесла кушать чай, принесла лепешку такую, видимо, около камелька, такую испеченную. И мне положила, засмеялась, меня погладила и пошла. И потом, когда я стала работать, когда я приходила на вызов, каждый старался мне чего-то пихнуть. Каждый старался чего-то как-то погладить, поговорить, пожалеть. Вот такого ощущения раньше у меня дома даже родители, кажется, не гладили, потому что это меня сразу расположило. И природа, тишина, такой огромный лес, в Алдане, в Устате это еще Алдан этот. Мне до того понравилось, что я даже не могу описать. Как будто бы вот я попала именно в дом. Но все же через 3 года Люба Лебедева решилась уехать. Получила расчет, купила билет до Якутска на 8 часов утра. Но одна ночь перед вылетом решила всю ее дальнейшую судьбу. А не устроил мой. Вдруг ночью я остановилась. Здесь еще был вот Николаев Иван Васильевич. А тут работала Кудрявцева, русская девочка с Ленинграда, Галя, на которой он потом женился. Короче говоря, видимо, я останавливалась у этой Гали. Вот. И она уже дружила с этим Иваном Васильевичем. А Иван знал Сашу Неустроева. Короче говоря, кто-то ему ночью сказал, он приехал с командировки, вдруг в 1 ночи кто-то ко мне стучится, к нам. И он, оказывается, пришел. Уговорить. Пришел, да, и говорит, и
Он говорит, не будем же мы тут, пойдем в кабинет откроем и, ну, мол, в райком комсомола кабинет откроем, да поговорим. Ну и пошли туда. Ну, он предложение, давай мы поженимся. Ну, он не умеет тоже. Мы не целовались ни разу, ничего у нас между нами вот не было такого, да. Ну, он всегда со мной заигрывал, старался за руку взять. Ну, вот такая вот такая любовь бывшая. Ну и почему-то я сразу согласилась. Я только сказала, без регистрации я в отпуск не поеду. И я говорю, я завтра обязательно улечу, потому что я дала телеграмму уже матери. Я прилетаю, у меня сразу там самолет. Вот, на Москву. В Москве меня уже будут брат встречать. Вот. И он вдруг меня закрыл и сказал, ну ты тут посиди, а я побегаю. И вдруг он часа через 3 приходит и говорит, пойдем регистрироваться будем. И я как-то сразу согласилась. Как романтично. Ну, не знаю, романтично или как-то, или я уже уставшая была, я не знаю, или я не понимала, что такое замужество. Как-то я вот так сразу согласилась. Вот. И вдруг мы пошли в райсовет, а там сидит секретарь Павлов, такой старичок добрый. И он нас расписал. И никого не было. И мы с ним так. И я говорю, голодные, холодные. Потом он сообразил. Он говорит, я говорю, а где ты живешь-то? А он говорит, у тетки. Я говорю, а чего ты меня туда не позовешь? И это дело уже 5 часов утра. И он меня к Малышеву, вот Терентий Малышев, Евдокия Николаевна, он жил там, оказывается. Вот, и он меня туда повел. Ну, они оладьи она сделала, чаем нас напоили, поздравили, ну, так вроде познакомились. И утром он меня проводил, в 8 часов я улетела. Ой, Все свершилось за одну ночь. Все решилось за одну ночь. Ну, а потом я через 2 месяца вернулась. И вернулась, он уже тут снял квартиру, не снял или дали ему, не знаю. Короче говоря, за баней там Бападовы жили такие старики, они ему сдали дом. Теперь уже Любовь Егоровна Неустроева начала работать акушером в роддоме. Она очень тепло вспоминает те годы, особенно свой маленький, любимый и близкий к сердцу коллектив родильного дома. Мы жили очень дружно, все хорошо. Как-то у нас все и на работе все дружно было. У нас сформировался коллектив очень хороший. Вот. Вера Лопатина, приезжая, она с Горького. Потом Галя Иванова. Вот. Потом была женщина одна, Большакова Дора Никоновна. Она была одинокая женщина. И Клара Михайловна Егорова есть. Еще семья такая. Вот. Она раньше работала, Слепцовы они раньше были, Гриша Слепцов. Клара Михайловна это работала в консультации. То есть и врачом у нас была Филатова Анна Васильевна. Ага. Вот это у нас был коллектив, который мы все вместе вот прожили вместе, 20, около 20, 17-18 лет, наверное. Вот. И это был, как вам сказать, это был и санитарочки у нас были. Макарова Анна Ивановна, тетя Аня. Короче, Левинцев, вот Карпенко, Валя, есть и Левинцевы. Это вот их мать была, работала у нас санитарочкой, вот эта тетя Аня. И Мархоева, Евдокия Дмитриевна, вот это, да. И еще была у нас мамина Степанида с Победы. Вот. И это был коллектив такой сотканный, такой добрый, такой собранный. И мы все вместе, это и у Филатовых, и у нас, мы все жили, у нас рождались дети, стали все друг перед другом, чем-то мужья наши, ну, не то соревновались, не то как, построили у всех, выстроились дома. Да, это тоже здорово. И как-то Дора Никоновна, она вот все время на все
дни рождения, там, если мы где-то собирались, все вот это вот, все было вместе. Евдокия Дмитриевна, и вот эта Дунюшка, очень хорошая женщина была. И вот эта Евдокия Дмитриевна, я с ней проработала 24 года. Вот. Как-то она понимала меня, я понимала ее. Когда мне тяжело, она иной раз вот так. Роддом — это место, где не хотел никто работать. В общем-то, это тяжелое место. Потому что помимо женщин у тебя еще дети, за которых ты отвечаешь. До 70-го года не было, с 59-го года, сестры палатной, чтобы смотреть новорожденных. Только после 76-го года нам дали медсестру, которая уже вот отвечала, делала БЦЖ деткам и днем смотрела. Ночью все равно акушерки смотрели, но все же хотя бы днем немножко. А потом, вот сейчас, девочки, посмотрите-ка, сейчас как интересно, приезжает, например, вот приступ у мальчика. Достают стерильный шприц, достают салфеточку стерильную, протерли, быстренько сделали шприц, разрезали, бите, сделали, все и выбросили. А раньше как? Это же все варилось, все кипятилось, шприцов было мало, 10 шприцов, приходишь, тебе сдают кипяченые, ты их сделал, и начинаешь снова варить, все эти шприцы моешь, все это, а системами какая-то проблема была тоже огромная. Это надо было самой сделать, надо было выпросить эту колбочку несчастную, это столько работы было. Иной раз вот сейчас я старая же, все вспоминаешь дни тяжелые и думаешь, вот, кажется, сейчас уже бы не выдержал этого. Раньше поколение, это совершенно другое было поколение. Даже не работала в роддоме. Вот. В общем, ребенок лежал поперек. И этого ребеночка, я не буду говорить, кто работал, не могли повернуть. И угрожающая матка напрягается, уже воды отходят, вот. И меня не позвали, вот. Позвали в роддом, и я ребеночка этого развернула, это ж вот этот эпизод помнится. А так эпизодов, конечно, много. Двойни очень много были у нас, когда первый ребенок обычно идет нормально, а второй не хочу поперек. И вот в это тоже, это очень опасная ситуация, это может дать разрыв матки. И поэтому вот в этот период надо успеть вот развернуть ребеночка. А развернуть туда, входишь в живот женщине, в матку, находишь пяточку и поворачиваешь еще его не просто так. Если ножки сюда вперед, то не вытащишь из лона, он не выйдет. Вот. Короче говоря, это очень сложная такая операция. Вот такие повороты я очень хорошо делала. И даже много случаев было, когда врачи, я делала, а они просто рядышком стояли. Вот, потому что опыт уже большой был, вот эти процедуры я делала очень хорошо. Вот именно в Якутске женщины, да, они такие терпеливые, что вот представьте себе. Ни одного крика. Какой крик? Только под градом. Ни звука, ни стона. Вот. И сам ты весь в поту, и весь у тебя уже аж сердце от испуга разворачивается. Они молчат. Вот. И поэтому я говорю, если где работать, то только на севере, с северными женщинами. Это действительно, это терпение. И поэтому вот очень редкие случаи, когда детей оставляли. Вот. Ну, таких случаев. А так у нас, например, все акушерки, допустим, после родов вытащить детское место, остановить кровотечение, с этим очень хорошо справлялись. Татинцы горячо полюбили Любовь Егоровну за ее доброту, искренность, открытость и желание всем помочь. По словам медиков, у нее легкие руки. А скольких детей она приняла, не счесть. В годы ее работы родилось много Любушек, названных в ее честь.
Меня привезли в больницу на анализы. И вдруг какая-то женщина, я очень сильно же болела, и вдруг она бедная говорит: ой, Любовь Егоровна, ты на, прямо обняла меня, поцеловала. И такая плохо одетая, курточка на ней такая, ну, старенькая. Антон говорит: ой, молодец. И рада, прям вот так рада, что я вот живая. Как там, вот понимаете, вот когда тебя так люди воспринимают, и она мне говорит: Михайки, яблоко, вар, Мин, бери их, оберем. Чикачам. Прямо. И мы обе заплакали. У нее, оказывается, 5 внуков тоже. И у меня много детей. И пенсии наши маленькие. И, короче говоря, вот это. По-японски да так хорошо говорить, оказывается. Я, Так, понимаете? я понимаю, это тяжело мне стало находить сочетание. Вот. А раньше же, когда работали, немножко все равно общался с женщинами. Все равно, конечно, без этого как. Дети мои все по-якутски хорошо. Это я вот беды меня добили, скорее всего. И я уже лет 20 нигде же не бываю, только дома сижу. А дома, конечно, со мной. Все разговаривают по-русски, так как-то. У самой Любовь Егоровны непростая судьба. Рано овдовела, потеряла 2 сыновей, сама пережила инсульт. В эти нелегкие годы друзья и коллеги всегда находились рядом. Их поддержка и забота помогли ей выстоять эти беды, не уйти в себя. И, конечно, родные, сыновья, внуки, а теперь и правнуки согревают своей любовью и вниманием. Якутия – это не просто второй дом, это место доброты, я бы сказала так, наверное, это самое правильное. Вот вы прослушали мою жизнь, мои ситуации, и ни в одной ситуации я не осталась одна. Сколько народа мне помогло, сколько людей мне помогли. Это я еще не все вам закончила. Раз уж у меня такая возможность поблагодарить, я хотела поблагодарить людей, которые все время, во всех моих бедах были со мной рядом. Это Захаровы, Егор Егорыч, его уже нет, Алевтина Иннокентьевна. Вот им. Они ни в одной беде меня не оставили. Клара Егорова с Васей Егоровым. Это тоже, которая всю жизнь рядом. Вера Лопатина с Володей, которая всю жизнь была со мной. Мархоевой, когда была жива Дунюшка. Теперь мамы уже давно нет. Зато дети. И Настя, которая редактором работала, и Шура, и Галя сейчас девочка. Она до сих пор мне помогает. Где рыбки принесет, где чего. И это очень приятно. Вот это вот количество. Очень прекрасные люди, соседи, Ксения и Елизавета Татариновы, которые в тяжелую минуту тоже меня поддерживали. И поддерживали не только морально, но и продуктами, когда я вот детей одних осталась, пока оперировались, Мишка уезжал, Света уезжала. Пока все. Короче говоря, на земле очень много людей. И вот не будь людей добрых, не было бы и жизни на земле. Так что пусть республика процветает. Я думаю, эта республика очень прекрасное место, где люди понимают, где доброта присутствует, добро самое главное, наверное. Если есть добро, то будет и жизнь. Так 83-летняя бабушка Люба, Любовь Егоровна, навсегда благодарна якутской земле, которая подарила ей любовь, семью, любимую работу и верных друзей. Здесь ее знают и признают как добрую женщину, дарующую новую жизнь.